Тихо-тихо звучит музыка. С первого этажа чуть слышно доносятся голоса. За столом сидит женщина. Она что-то быстро пишет, периодически задумывается, считает, потом вновь наполняет запись. Сегодня кафе «Месед» знают все. Жители города, сел, командировочные. Здание практически в центре города. Видно издалека, но самое главное – это молва, которая говорит: здесь можно покушать сытно и достаточно бюджетно. Кажется, так было всегда, но на самом деле история началась с приезда в Алекминск. Да и в целом в холодную Якутию молодой супружеской пары с двумя ребятишками на руках. Тогда Асият было всего 25 лет. А ее специальность не имела никакого отношения к сфере питания. Самолет сел в Якутске аккуратно на ее день рождения, 25 ноября. Адрес убытия – Дагестан. Прибытие – Якутия. Я знаю, что вы очень давно в Якутии. Вообще, как получилось, что вы оказались в Якутии и почему именно Якутия? Я работала у себя в Бабаюрте детской медсестрой в поликлинике. Закончила Кизлярское медучилище лечебное дело, то есть фельдшер. И на моем участке была семья, которая жили в Чурапче. Ну и как-то с ними познакомилась. Дети у них были маленькие. Они приезжали, уезжали. И как раз вот 90-е годы, вот эти тяжелые, трудные года. И не знаю, как-то в разговоре с этой женщиной она сказала, что очень не хватает в Якутии медиков. А у нас, в принципе, было сложно устроиться на работу. В принципе, я работала участковой медсестрой, хотя я была фельдшером. Да? Мне очень хотелось работать именно по своей специальности, на скорой работать, в селе работать. Потому что в свое время, допустим, у нас в селе был фельдшер, которого практически все очень уважали. Был он очень грамотный человек, и я, когда училась, к нему на практику попала. То есть я приехала, когда домой, мне нужна была практика, я к нему подошла. Между прочим, он первый мне показал пневмонию. Какая она бывает. Он с собой меня на вызова брал. Хотя село было у нас не очень большое. Я бывала в медпункте уколы делать, как прием вести, как карточки записывать. И на вызове. И он мне сказал: вот мы сейчас идем к больному, у которого пневмония. И он дал мне послушать. Это, между прочим, очень большое значение имеет, когда вот так человек тебе один на один показывает симптоматику. А в дальнейшем для меня, допустим, ставить диагнозы терапевтические, там, неврологические не составляло труда, легко могла. То есть вот этот момент, который он мне показал первый, да, вот, и мне очень, в принципе, помогало. Ну, я написала письмо в Министерство здравоохранения Якутии. Мне ответила в то время Тирска. Она меня пригласила работать. Она мне много вариантов предлагала, где работать. Мы обговорили, как и что. Когда мы сюда приехали, меня определили Кондрашвили, фельдшер. Я даже была заведующей врачебной амбулатории, в то время оно было. И я там поработала, и оттуда перешла на скорую помощь работать. Да, да. Первый год, когда вы приехали, вот вы приехали, это вы, супруг? И двое детей. Это двое детей? Да, да, двое детей. Вот насколько это была адаптация? Солнечный, теплый Дагестан и... Мы приехали в ноябре.
но мы еще так про себя подумали, ничего, оказывается, там, я не помню, сколько, около 30 градусов, что ли, было. Оказывается, не так-то холодно. Да, конечно, был страх, что очень холодно будет. Был страх, что нет никого знакомых, чужие люди, чужое место. Как это все дети перенесут, мы сами как это все перенесем. И тем более работа в селе, пока привыкну к любому обществу, к месту работы, к людям нужна адаптация, правильно? Да, конечно, были моменты, когда ты ночью идешь, холодно, темно, страшно, собаки. Ой, зачем? Чего я дома не сидела? Конечно, конечно, но это был диалог про себя. Вслух я не озвучивала это. У меня в Кандрашиле была медсестра Люба Федорова. Она, несмотря на то, что медсестра, она мне очень помогла. Я у нее спрашивала, и мне Курганова Нина Михайловна, я с ней познакомилась, когда у нас был как раз в марте месяце всегда совещание медработников, районное совещание бывало. Там я с ней познакомилась. И, в принципе, когда на скорую звонили, они никогда не отказывали. Люди в основном тогда работали очень опытные. Опять-таки, я же была молодая, у меня не было опыта работы именно, чтобы сама я работала, кроме того, что там диплом, да, я с книг не вылезала. Насколько дети перенесли вот этот переезд? Спокойно, они ж маленькие были. 3,8 было дочери, 1,8 было сыну, они сразу же их определили в садик. В принципе, нормально. А вот печка, тем более село, это понятно, что не было густо. Дело в том, что я выросла в селе, где печка топилась. Топили мы и углем топили, и до этого было и дровами, и вот кизяк, если знаете, что такое, да, вот этим топили. А даже вот когда мы после нашего отъезда только газ провели у нас. А так мы топили печку, поэтому это не было таким. Единственное, конечно, дрова колоть я не умела. Муж на работе, сосед видит, что я колю, у меня не получается. Он пришел, наколол мне дрова, показал, как надо правильно наколоть. И ну, все вроде как, ну, ничего такого сверхъестественного. Ну, как-то все же раньше попроще жили, и поэтому какие-то неудобства бытовые, это, в принципе, тяжело не переносилось. И как раз были те времена, когда по полгода зарплату не давали. И я прекрасно понимала, что если мне чего-то не хватает, мне просто не у кого просить, да. И я там встретила очень замечательного человека, Елену Павловну Карташова, которая, она буквально на следующий день, как мы приехали, я вышла, и она со школы шла, и мы с ней она поздоровалась, представилась, спросила, я ли новый фельдшер, и я сказала да. И она принесла замороженное молоко, первый раз тогда увидели. Молоко, мясо, сливки, посуду кое-какую. Вы представляете, вот человек меня не знает, и столько всего, конечно, это до сих пор для меня самый такой человек, который, она до сих пор в любое время может прийти в наш дом, для нее вся двери открыты, она это прекрасно знает, буквально вчера мы с ней встречались, дай Бог ей здоровья, и в принципе, зарплату получали, старались, чтобы прежде всего дома были продукты. Дети же маленькие. Ну, а одежде то, что есть, то и есть, как бы. Планов, мечты таких огромных, в принципе, о бизнесе или чем-то не было. Для меня не было. Тогда было важно, прежде всего, как бы сказать, состояться, наверное, в профессии. И поэтому я очень много читала именно медицинскую литературу, то, что было, книги. Я после каждого больного, если я в чем-то сомневаюсь, я чего-то не понимаю, я всегда старалась читать и где-то какое-то
И преподаватели у нас были в то время, ведь в принципе в нас вбивали в профессию. У нас преподавателям было очень много именно мужчин, практикующих врачей. И для них вот эта учеба спустя рукава они категорически не воспринимали. И мы были, как сказать, мы росли в такой дисциплине, строгости, что с нас требовали. И поэтому, хочешь не хочешь, мы, в принципе, конечно, теоретически были грамотные выпускники. И довольно-таки мои однокурсники и врачами стали, и в разных сферах. Кто, конечно, не все пошли в медицину, но те, кто в медицине, довольно-таки выросли в профессии. Поэтому, ну, те, опять-таки, это еще были как раз советской закалки ветпреподаватели. А если, ну вот потом, да, вы переехали в город, тут подросли дети, столкнулись с тем, что в школу идти, насколько вот вам было, так сказать, ну, может быть, несложно, вы уже привыкли к быту, тем не менее, вот, ну, дети в школе, это, соответственно, немножко другие традиции, так или иначе. Вот не было у вас вот какого-то вот... Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно никаких этих... Даже вот какой-то вопрос национальный, да, начал, наверное, как-то обсуждаться или как-то вот обращать на это внимание начали вот последние годы, может быть, 4-5. А раньше это вообще даже, вот мне дочь старшая говорит, никогда вот в школе где-то чего-то вообще никогда ни при каких обстоятельствах не возникал вопрос о национальности, никого там, допустим, да, вообще не было абсолютно никаких там, что старшие, когда у меня учились, ну, даже и сейчас, в принципе, тоже нет такого. Просто появился интерес, а как таковых не было. Да. Спустя некоторое время Асият с семьей переезжают в город Алекминск. Она устраивается работать на скорую помощь, собственно, и там стремится повысить свой профессиональный уровень. Тем временем подрастают ребятишки Саният и Шуайб, которые приехали в Якутию вместе с родителями. В доме между тем зазвенели новые голоса, еще 2 дочки-красавицы, которые родились уже в Алекминске. Впереди предстоит учеба старшей дочери Саният, и уже в 2009 году семья открывает новую страницу в своей истории. Вообще вот были планы остаться здесь. Ну, не секрет, что люди приезжают в Якутию, зарабатывают, да, наверное, и все-таки уезжают. Вот как у вас сложилось? В принципе, да, конечно. Изначально не планировали задерживаться долго. Ну, наверное, у каждого определенное место, где ему хлеб предписан, по-другому никак. Ну, как-то так было комфортно работать, жить, и в планах как бы не было. А потом так раз дети растут, младшие родились, и для меня самым главным на первом месте стояло дать образование детям, качественное образование детям. И, естественно, мы прекрасно понимали, что на одной зарплате будет сложно дать им такое образование в центральных вузах, где образование, несмотря на то, что оценки на это все и платным может быть, правильно? Ну и жизнь дороже, конечно. Ну и вот как раз в 2009 году мы открыли бизнес. И 3 года я и муж работали, попутно ведя бизнес. Ну, вроде народ ходит успешно, решили строиться. И потом, когда в 2011 году в конце построили это уже здание, и средняя дочь уже должна была 1 класс пойти, ну, я приняла решение вообще уйти окончательно с медицины. Я пошла с заявлением к Наталье Афанасьевне. Она говорит, ничего, все-таки решила уйти. Я говорю, да. Но она очень много всего хорошего мне пожелала. И вот так вот я ушла совсем в бизнес. Так уже, считай, с 9-го года.
мы работаем. Более 10 лет. Да, да. В этом году, получается, 12 лет было, как мы работаем. За эти 12 лет пройдено немало. Бизнес, само направление совершенно новое для человека, который хоть и вкусно готовит, но не имел ни малейшего представления о том, как готовить вкусно, но уже для огромного количества людей. Сегодня это двухэтажное здание, где все предусмотрено. Кладовая, камеры хранения, красивая мебель, дизайн, плюс все так же на высоте качества блюд. Буквально не так давно открыли зал, где посетители могут оценить меню ресторана. Каждый шаг – огромная работа, в которой принимает участие вся семья. Бизнес, конечно, сложный выбрали, сразу скажу. Очень капризный. Ну и с другой стороны, очень, оказывается, важный, нужный, и очень часто и много получала спасибо. Вот. Даже больше, чем в медицине. Это меня, особенно первое время, очень удивляло. Вроде медицина очень благородная профессия считалась всегда, да? А оказывается, кормить не менее благородно. И у меня очень много даже различных благодарственных писем. Это все целое, наверное, если повесить, стена будет. Даже вот так вот. И, в принципе, вроде как ценят, благодарят мою работу. И бизнес, конечно, любит, когда в него вкладывается, когда его любят, когда, ну, как любое дело, душу вкладывают, да? Если к работе относиться с уважением и с любовью, и скажут спасибо, что ты есть моя работа, да? Это легче сразу, даже вот чисто психологически даже легче становится. И за эти года мы вот выучили 2 детей старших, и потом у нас такой вот и период как раз был, когда уже пора было там и мебель заменить, и дополнительно там оборудование что-то купить. И вот эти, и цех как раз должен был быть в прошлом году, и вот, ну, опять-таки в бизнес нужно вкладываться. И вот как раз у нас на 2-м этаже, на 1-м этаже мебель поменяли, вот здесь на 2-м этаже и ремонт, и мебель поменяли, и кое-что из оборудования купили, посуду купили. То есть расходов очень много на поддержание качества самого обслуживания и даже вот внешний вид, даже чисто хозяйственных расходов очень много. Ну вот, слава богу, все хорошо. Кто не знает, что мы без бизнеса прожили определенное количество лет здесь, да, кто меня там в медицине не знает, тот, да, может, да, бывает, конечно, слышишь что-то там, какой-то негатив, ну, в основном нет. Наверное, это да. С негативом сталкиваются и местные. Да. Это по-любому вот какое-то отрицательное отношение в принципе к бизнесу. Даже вот если посмотреть те, кто занялся бизнесом, да, который, вот выручка – это ведь не доход. Транспортные расходы. К сожалению, у нас очень сложная транспортная схема. И вот сейчас периоды такие, когда распутиться, да, вот сейчас мы должны готовиться вот эти месяцы, чтобы мы могли спокойно работать, запасы делать. И когда мы начали работать, столкнулись с тем, что вот в любое время пойти в магазин и купить то, что там нам нужно, просто нет. Мы построили для себя морозильник, холодильник, овощехранилище, купили сплит-систему хорошую. И мы сейчас совершенно спокойно делаем себе запасы, и у нас, конечно, уже наработаны каналы. И здесь, хочешь не хочешь, при такой транспортной схеме с якутскими предпринимателями мы тоже работаем на честном слове.
чисто вот просто уважение друг к другу и порядочность, потому что даже это же все летом мы не ездим, если зимой ездим, летом там мы не ездим, мы звоним, заказ делают, они нам отправляют, мы деньги им отправляем и все. А это тоже имеет большое значение, да. Тем более в общепите не всегда бывает много денег. Бывает момент, когда нужно делать запас, а таких количества запас денег нет. И тут навстречу помогают, и в долг дают, и рассчитываемся. В общем, я же говорю, очень повезло на хороших людей вообще в жизни. Да. Именно так. Хорошо. Когда умеешь гармонично построить свою жизнь и отношения, когда искренне уважаешь людей, когда край, когда-то совершенно чужой, становится второй родиной, и ты уже сливаешься с ним, с людьми. Конечно, в семье с большим уважением относятся к ряду традиций, но разве в большинстве своем они не одинаковы? Уважение к старшим, к родителям, трудолюбие. Чего не хватает в Якутии? Чего не хватает? Вот от родины, вот именно что вот. Наверное, то, что все родственники далеко. Вот общение, да, у нас на Кавказе другой менталитет, конечно. Все плохое или хорошее, то, что происходит в семьях родственников, это все мимо нас как бы проходит. Это тоже, конечно, плохо. Дети наши, как сказать, выросли, им, особенно вот младшие, они в той среде не жили, и им немножко, возможно, будет сложно, если попадут туда жить. Но опять-таки мы стараемся, чтобы они знали, кто они, откуда, какие традиции, и такие моменты тоже. Ну, как бы стараемся. Придерживаетесь все-таки? Ну, прямо категорично нет, конечно. Мы все равно, как сказать, не углубляемся вот во все эти традиции, более светские, скажем так. Все-таки наложил отпечаток, да? Конечно. Да, и ведь и советское время, ведь мы жили в советском государстве, правильно? У нас и родители не настаивали прям категоричном соблюдении всех традиций или всех этих. Да, не было. Да, то, что полагается там в мусульманстве, намаз читать, там пост соблюдать, это все, как эти два религиозных праздника, которые есть, это всегда праздновалось, всегда это само делалось. И есть такие моменты, которые, в принципе, это не только, допустим, в исламе. Везде, в любой среде культура, порядочность, уважение, оно всегда ценилось и ценится. Правильно? Вот прежде всего вот такие моменты. Вот основные параметры, которые дети у вас, ну, вот вы внесли в семье, это вот какие, которые вы все-таки стараетесь сохранить? Ну, взаимоуважение, конечно, к родителям, друг к другу, вообще, в принципе, к старшим. На жизнь не стоит жаловаться, убеждена Сиэтла Базановна. Все в ней – отражение того, что ты даешь. Поэтому все хорошо. Сейчас у вас сколько детей на сегодняшний день? 4. 2 внучки. 2 внучки. Да. То есть, в принципе, можно сказать, что жизнь сложилась здесь. Да. Грех жаловаться. Все хорошо, слава Богу. А какие-то отрицательные моменты, ну, это тоже жизнь. Без этого тоже нельзя. Наверное,
где-то что-то, чтобы не расслабиться, нужна какая-то встряска тоже человеку. А в принципе, многое же зависит от того, что как мы сами относимся, да, если мы будем относиться, жаловаться, плохо относиться, да, ну, наверное, отношение к нам отражение того, как мы относимся, скорее всего. Поэтому грех жаловаться, в принципе. Слава Богу, все хорошо.